Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Ежегодно 2 ноября работники культуры Кыргызстана отмечают свой профессиональный праздник. В Национальной филармонии имени Токтугула Сатылганова состоялось торжественное мероприятие, приуроченное этому празднику. Сегодня праздник. Поздравляем вас. Спасибо. Ваши пожелания вашим коллегам и работникам культуры. Что я желаю? Я всем желаю, конечно, здоровья, творческих успехов. Благодарю я всех артистов, всех народных, Союз СССР. Я всех поздравляю с сегодняшним праздником искусства. Дай Бог им всех пожеланий. Мелис Бей, сегодня праздник. Мы вас знаем давно с университета Манас. Вы очень трудились, дали свою лепту. Что можете сказать в этот день? Единственное, что я сегодня хотел бы сказать, это поздравление всем моим коллегам по случаю нашего профессионального праздника. Вдохновения им, везения и много денег. А молодым поколением что вы советовали бы? Молодое поколение нас радует. Вот, мы от них ждем очень многих свершений, очень многих открытий. Дай Бог им опять же везения, опять вдохновения и здоровья. Урматтуу мекендештер, урматтуу коноктор, айымдар жана мырзалар. Сиздерди 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Советник президента Султан Раев поздравил присутствующих от имени Сооронбая Жээнбекова и пожелал творческих успехов. Уважаемые деятели культуры и искусства, поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работника культуры. Культура – это система норм общественного поведения, сокровищница духовного и интеллектуального богатства. Своим трудом, направленным на сохранение и передачу грядущему поколению национальных ценностей и традиций, вы снискали общественное уважение. Вы формируете у молодого поколения чувство патриотизма и любви к родине. Мы высоко ценим ваш вклад в духовное и интеллектуальное развитие нашего общества. Государство постоянно стремится оказывать комплексную поддержку в сфере культуры и искусства, что является частью государственной программы повышения благосостояния общества. Благодарю вас за развитие национальной культуры посредством нововведений во всех направлениях – в литературе, кино, театре, искусстве и музыке. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов. В своей речи Турага Джугурку Кенеша Дастанбек Джумабеков заявил, что работники культуры достойны самого глубокого уважения.
кесиптик майрамыңыздар менен жогорку кеңештин атынан, жеке өзүм атынан чын жүрөктөн, чын дилимден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Анткени мамлекетибиз кыргыз эли улуту пайда болгондо, мен ойлоймун, анын артында анын маданияты, каада салты да пайда болгон. Мына ушул 21-кылымга чейин ошол каада салты, маданиятты кошо алып келген бизге, кошо тартуулаган мына сиздерсиздер. Ушул тармактан чыккан, ушул кесиптен чыккан маданият ишкерлери болду деп мен. Вице-премьер-министр Алтынай Мурбекова, поздравив от имени премьер-министра, отметила, что сфера культуры будет оставаться приоритетным направлением в государственной политике и пожелала творческих успехов, вдохновения, осуществления самых смелых идей и проектов. Кроме того, поздравил присутствующих с профессиональным праздником и министр культуры, информации и туризма Азамат Джаванкулов. Учитывая важность и непереходящее значение культуры в духовной жизни народа Кыргызстана, в июле 1995 года постановлением правительства был установлен День работников культуры Кыргызской республики. Дата была приурочена к первой в истории постановке пьесы Молдугазы Токубаева «Кайгылу Кокей», состоявшейся 2 ноября 1926 года. Отметим, сегодня в Кыргызстане насчитывается более 16 тысяч работников сферы культуры и искусства. В стране функционирует 20 профессиональных театров, 45 музеев, 1035 библиотек, 87 детских музыкальных школ, 2 вуза и 8 средних специальных учебных заведений, готовящих кадры культуры и искусства, 569 стационарных клубов. Сегодня прекрасный праздник. Это впервые вот так по красной дорожке прошлись. Очень приятно. Мне 72 года, и я до сих пор работаю. Я думаю, Бог даст здоровья, до 100 лет буду смешить наш народ, чтобы им было смех и чтобы долголетие, чтобы они до 100 лет жили. Это сегодня прекрасно все. Прямо из зала у нас такой ремонтированный, у всех праздничное настроение. Вот эта красная дорожка мне очень понравилась. Вообще надо вот так обращать внимание. Впервые, да, наши? Да. Красная дорожка. По красной дорожке они впервые, да, действительно. Вот их нужно уважать. Они уже в возрасте люди, им внимание это. Для них это большое счастье, мне кажется. С праздником. Они живы, надо ценить. Ценить, да, конечно. Надо ценить тогда, когда они у нас рядом, а не после. С праздником вас. Сегодня праздник. Мы все работники культуры отмечаем наш профессиональный праздник. Что скажете по этому поводу? Бүгін ушул биздин маданият майрамы бул жалпы элге тиешелүү майрам. Себеби маданият бардык тармакта, бардык жерде керек. Ошондон сырткары бүгүн жалпы Кыргызстанды маданият кызматкерлерин биздин айтыш коомдук фондунун атынан, төкмө келсе төр бошот долбоорунун атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз ушул төкмө акындар айтыш жаатында жакшы эмгектерди кылдык. Жана ошол эле биз өзүбүздүн коллегаларды куттуктап кетебиз. Демек бүткүл дүйнөлүк биздин ушул бир элдеринин достугу, ынтымагы чыңдалып, бул өзү эл аралык маданияттын дагы бир очогуна ушул күн айланат деген тилегим бар. Рахмат.
Bizim programımız Kakras Dostluk Köprüsü Piramida'da çıkan. Siz Ayteş'le bir istişoku aytasız mı şiirinizi? Ne? Bugünkü günde. Жақшы айтқан тілектер жалғаны жоқ шын болсын, ел аралық достчылық ечен жылы шын болсын, орта уызда сый болсын да оз уызда ыр болсын. ноября свой профессиональный праздник отметили работники средств массовой информации Кыргызстана. День информации и печати установлен постановлением правительства в 1993 году, в день выхода в свет первого номера национальной газеты «Эркин-ТО» 7 ноября 1924 года. В канун праздника работников СМИ поздравил министр культуры, информации и туризма Азамат Джаванкулов. Аркалап келаткан бул дагы бир чоң бир түйшүк. Бирок ошол эле мезгилде ошончо маалыматтын арасынан туура так маалыматты алып чыгып, биздин коомго берип атканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми ушу кесиптик майрамыңыздардын алдында биз атайын министрликке топтоп, сиздер менен бир-эки баарлашып, анан
өзүнүн кичинекей белектерибиз бар эле, ошол белектер менен ыйгарып коелу дедик. Анткени баягы ар кайсы тармакта ар кандай маалыматты бүгүнкү берип аткан журналисттерибиз көп. Бирок ошол эле мезгилде коомдун өнүгүшүндө, өлкөнүн өнүгүшүндө эң баягы маанилүү, эң ошол эле мезгилде оор болуп келаткан тармактардын бири бул маданият тармагы. Маданият тармагынын күндөн күнгө элибизге ошол маалыматтын берилиши, болуп аткан иш-чаралар жөнүндө жаңылыктардын берилиши бул биз үчүн да, бирок ошол эле мезгилде өсүп келаткан жаштарыбыз, коомубуз үчүн абдан маанилүү деп эсептейбиз. Анткени маданият адамдын жан дүйнөсүн өзгөртөт, адамдын ой жүгүртүүсүн өзгөртөт, адамдын ар бир жасаган кадамын өзгөртүүчү тармак. Ошол жердеги болуп аткан жаңылыктар, ошол жердеги болуп аткан иш-чаралар, ошол жердеги чыгып аткан продуктлардын баардыгын коомго жеткиргениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге кааларыбыз ден соолук, ишиңиздерде ийгилик болсун. Ушундай чарчабай, чалыкпай, дагы мындан ары дагы көптөгөн бийиктиктерди багынтып иштеп жүрүүңүздөрдү каалайбыз биз. Рахмат. Для развития отношений Кыргызстана и Турции, а также кооперативов сельского хозяйства в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Кыргызстана в Национальном аграрном университете имени Скрябина открылся первый в Кыргызстане образовательно-консультационный центр кооперативов. В рамках проекта, реализуемого Турецким агентством по сотрудничеству и координации ТИКа, отремонтирован и оборудован многоцелевой зал, где будут проводиться встречи и тренинги, а также административный кабинет, в котором будут предоставляться консультационные услуги. Открытие центра состоялось в Кыргызском Национальном аграрном университете имени Скрябина. Открывая мероприятие, ректор университета профессор доктор Рызбек Нургазиев отметил, что новый центр – это вклад в развитие кооперации страны, подготовка специалистов и тренеров по кооперации, повышение квалификации специалистов аграрного сектора. Посол Турции в Кыргызстане Джингис Камиль Фырат отметил, что Кыргызстан – наша братская страна. Турция заинтересована в углублении сотрудничества с братским Кыргызстаном во всех сферах партнерства, в том числе в экономике, торговле, культуре и образовании. Мы все всегда будем усиливать торгово-экономические и инвестиционные связи между нашими странами. Şimdi bu değerli salonu, daha doğrusu iki salonu Tarım Üniversitesi'ne... Бүгүнкү күндө ушул эки чоң жакшынакай залдын ачылышы аземини баарыңыздарды бул жакта күтүп турасыздар. Ушул залды бул жакта колдоно турчу окуучулар болот, студенттер болот. Ошол менен бирге Агрардык университетинин жетекчилигине да бергендиги үчүн мен да өтө кубанып отурам. Буюрса ушул жакта алып барган иштердин баары ийгиликтүү болот деп ишенем. Түркия Республикасы Кыргыз Республикасынын өзүнүн эгемендүүлүгүн алган күндөн тарта жыл сайын өзүнүн колдоосун берип келген жана дайыма жардам берип келген.
Ушул жардамдарыбызды биздин боордош жана дос мамлекет болгон Кыргызстанга мындан кийин дагы жардамдарды көрсөтүүгө улантабыз. Биз үчүн эң негизгиси Кыргыз Республикасынын инфраструктурасынын өнүгүү менен бирге Кыргыз Республикасы күчтүү мамлекеттердин тизмесине кирип өнүгүүсү. Бишкек шаарынан тышкары Кыргыз Республикасынын башка райондордо жана башка областтарында, башка университеттерде дагы ушундай сыяктуу долбоорду ишке ашырып, ал жактын өнүгүүсүнө дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп келебиз. Координатор ТИКа в Бишкеке Али Муслу в свою очередь отметил, что деятельность центра будет направлена на усиление обучения государственных служащих и членов кооперативов специфики объединений, содействие в приведении в соответствие нормативно-правовой базы, оказание институциональной поддержки развития кооперативов, изучение опыта зарубежных стран и информирование населения о разных аспектах ведения кооперативного бизнеса. Уже с 4 по 12 ноября пройдут первые занятия для тренеров по кооперативам. Семинары проведут эксперты Министерства сельского и лесного хозяйства Турции Мехмет Али Коркмаз и Месут Гюльбаши совместно с профессорами Кыргызского национального аграрного университета. Отметив открытие центра, принимали участие представители Министерства сельского хозяйства, координатор ТИКа в Кыргызстане господин Али Муслу и представители соответствующих учреждений. Türk Hizmetleşik Cana Koordinasyon Agentliği'nin Kırgızistan'daki vekili Ali Müslüman. Bugün Bulcak'ta Kırgızistan'da kooperatifçiliğin önügüsü boyunca bir center açtık. Bu center Kırgızistan'da Ayıl Çarba'nın önügüsü boyunca iş çağrıları atkarlar Bulcak'ta. Buyursa Kırgızistan'da bütün aymaklarda Ayıl Çarba boyunca işlegen fermerlerin Kırgızistan'da sapatlı produksiyaları çıkarı boyunca yardım bulup, ondan keyin bunun satı boyunca yardım bulup, bu fermerler özleri yıkanlar kooperatifçilik oyunları boyunca birleşip çıkargan produksiyalarda buyursa eksportta kısalar olut. Bilesinler hazır Avrasya Tamocu Soyuzu var. O boyunca da bunlar başka memleketlerin talapları var. Bu produksiya boyunca bu talaplardan oruna gelişi boyunca da bu kooperatifçilik işlerdi ama aşiret. Bu center bütün Kırgızistan'dan Ayıl Çarba boyunca suroları bolgan adamlardan bu produksiyaları çıkarı boyunca kanday bir problemaları bolsa bu problemalar boyunca bu yerge kaylısı olup bu yerden malumatları alıp durup Ayıl Çarba boyunca özleri dikken nemeler boyunca da produksiyalar boyunca kanday dikilet bular boyunca da okullar bulup okullar boyunca bu yerde malumatlar verilir. Türkiye'den hazır iki mugallim geldi. Bizden Ayıl Çarba Ministerliğinde işlegen bu Atay'ın kooperatifçilik boyunca işlegen kişiler. Bular bugün okullar baştalat. 12 noyabr çenli okullar bu kooperatifçilik boyunca kiyin aymaklarda oku proseslerini жүргüze turgan adamlarga azırınca okullar bellet. 2020 yılında da bu programlar ulantılat buyursa. Hazır gün arzında saat 9'da başlayıp saat 5 geçenli programa bulat oku programası. 8 gün boyunca bu yerde programa жүрgüzülüyor. Bardık bayağı Ayıl Çarba işleri boyunca Çarba Çarba birinci bizden oku programımız kooperatifçilik boyunca bir bilesin yerde kooperatifçilik Ayıl Çarba'da maldarçılık boyunca bulut başka tarmakta da buluşum mümkün. Bunu ulantıp gideriz buyursa. Okulda kaç kişi katışıp жатат? Hazır 21 kişi var. Bunlar köyüncüsü bu hazır üniversitede mugallimleri alar katışat başka kooperatif oyunlarından da gelgen adamlar var. Türk mamlaketinin Kırgızistan'daki ıygarımlı hukuklu elçisi, hükümetin aparat yetekçileri, ministerlikleri, kooperatifler oldu. Şu okul borborunun açılışı oldu. Bunday bir okutu borborları daha yer aymaklarda açılalı? Bu sözsüz türde, bunu özünüzler gördüğünüzler, bu bardığı multimedya sistema menen bütün jabdılgan. Oşun için oblastlarda dağı bütün oşu fermerlerin barını çakırbay, oblastlarda da uşunday centerlerde açıp, oku borboru negizgi uşul жерден болот дагы. Мына бул жерде биздин Кыргыз Улуттук агрардык университети эмес, Кыргыз Айыл Чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги жана ошондой эле Кыргызстандын кооперативдик союзу менен биргеликте ачып атабыз да.
Ошон үчүн мына ошол райондордон областтарга да качып, бул жерге эл аралык консультанттар келип сабак бергенде, алар бүт жерлерде угуп турушат да, көрүп турушат да. Ошон үчүн бул центрден абдан ошол айрыкча ошол айыл чарбасын өнүктүрүүдө чоң салым кошот деп ойлойбуз. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, азыр органикалык бул ошол биокейжи деген кыймыл бар. Органикалык ошол тиги айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча дагы чоң программа кабыл алынган. Эми ошол бүт программанын баарын ошол дыйкандарга жеткизиш үчүн сөзсүз түрдө ошол центр аркылуу, борбор аркылуу жеткизип, биргеликте алардын баарын тең чогуу кооперативтерге бириктирип, ошол жалпы эл аралык рыноктарга чыгарганга шарт түзүлөт деп биз ойлойбуз. Ошол Мугалимдер биринчиден мына азыр биз ошо бүгүн борбордун ачылышынан кийин эле окуулар башталат. Биз ошо тренерлерди бул ошо айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинен келишет. Андан сырткары мына Турциядан келишет, башка жактан келишип тренерлерди даярдашат. Ошо биздин эле мугалимдер болот, ошол айыл чарба министрлигинин кызматкерлери болот, башка ийгиликтүү кооперативдер болот. Ошолордун баардыгын биригип тренерлерди даярдашат, тренерлер андан кийин ошол кооперативтерге сабак бере башташат. Өзүңүз ачкансызбы? Менин фамилиям Нургазиев Рыспек Зарылбекович, Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору. Сами были свидетелями для Кыргызстана. Вот мы являемся членами очень таких авторитетных международных организаций, как и Евразийское сообщество, ШОС. Но, к сожалению, в Кыргызстане пока в данный момент не можем реализовывать полученную нашу продукцию, потому что многие, я в своем выступлении говорил, что в Кыргызстане более 400 мелких производителей, а кооперативы составляют всего лишь 0,0%. Это, конечно, минимальное количество. Сегодня мы с вами открыли вот, с участием посла Турецкой Республики в Кыргызстане, с участием представителей правительства, министерства, обучающие центры для будущего кооператива. В своем выступлении посол отметил, что особенно мы прекрасно знаем, что в последние годы пчеловодство очень хорошо развивается. Но, к сожалению, есть там несколько фермеров объединяются. Если будет, допустим, общий кооператив, они могли бы реализовывать свою продукцию уже более крупно и могли, допустим, создать для них условия. В нашем центре в будущем будет обучаться руководители кооперативов. Мы будем им показывать преимущества создания кооперативов. Мы сюда будем приглашать опытных специалистов, международных специалистов, специалистов успешных наших бизнесменов, успешных кооперативов, которые они уже вышли на международный рынок и получают очень хорошие результаты. В этом отношении этот обучающий центр нам нужен. В первую очередь мы будем здесь готовить специалистов, то есть тренеров. Кто будет готовить? Естественно, мы будем приглашать международно признанных специалистов, которые будут обучать наших специалистов, наших тренеров. Они будут потом в областных центрах, будут такие же центры. Через этот центр они будут получать хорошую информацию, я думаю, для развития сельское хозяйство в нашей республике. Если будет развитие сельского хозяйства, получит хорошую возможность нашей экономики нашей страны, я думаю, это хорошим обучающим центром. Кыргызско-турецкая строительная фирма «Босфор Аква» была создана 14 лет назад в Бишкеке. Компания занимается строительством бассейнов, фонтанов, турецких хамамов и укладкой спортивных покрытий. Наше строительство, все это привозится. Мы
все оборудование. То есть очистка бассейна, самоочистка своего фильтра внутреннего. Кварцевый песок, он съемный, его можно менять. Таблетированная хлорка, она концентрированная, она тоже безопасная, его обычки. И там идет большой поток людей, где большое количество людей находится в одном бассейне, то обязательно нужно чистить бассейн и использовать специальные химикаты, они безопасные, и также привозятся все из Турции. Это все наши фитинги и трубы, которые используются для установки системы фильтрации бассейна. Это фитинги самого лучшего, высшего качества, которые сделаны для очистки системы. Она используется для пищевой промышленности, она безопасная, никакой химии внутри нету. У них очень высокая выдержка давления, самые маленькие у них 10 атмосферных давлений. Сегодня сотнями фирм по всему миру выпускается огромное количество разнообразного оборудования для обслуживания бассейнов, для фильтрации и обработки воды, для лечебных и спортивных целей, для развлечений и украшения. Все это оборудование поставляется из Турции. Строительная фирма «Босфор Аква» первая и единственная по возведению аквапарков в Кыргызстане. Мы ждем всех наших клиентов, которые желают построить у себя дома или коммерческие бассейны, аквапарки, детские зоны, фонтаны. Все, что касается фильтрации, освещения бассейна, все у нас есть. Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы «Мост дружбы» для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами. Принимая от вас приветы и поздравления, мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52. Айдаралиеву Джергалбы поздравляют с днем рождения. Здоровья и долгих лет жизни желают Садык, Дамира, Арзу, Умар. Человеку надо мало, чтоб искал и находил, чтоб имелись для начала друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Biz üçün baxıtın yolunu